9 октября власти Кыргызстана арестовали Турсунтая Салимова, главу Ассоциации уйгуров Альянса в Кыргызстане, владельца рынка Медина в Бишкеке, бывшего депутата Верховного Совета парламента Кыргызстана. По имеющимся данным, Салимов был задержан Комитетом национальной безопасности Кыргызстана 7 октября и доставлен в Первомайский районный суд Бишкека 9 октября. Сообщается, что суд принял решение оставить его под стражей до следующего этапа судебного разбирательства, которое состоится 9 декабря этого года. Внезапный арест Салимова вызвал обеспокоенность у уйгуров за рубежом. Обращает на себя внимание внезапный арест Салимова через полгода после того, как он был избран председателем Ассоциации «Альянс», единственной легальной общественной организации уйгуров в Кыргызстане. Правительство Восточного Туркестана в изгнании обратилось к 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и ее членам с призывом принять срочные решительные меры, чтобы остановить продолжающийся геноцид Китая против уйгуров, казахов, кыргызов и других тюркских народов. В заявлении говорится, продолжающийся геноцид Китая в Восточном Туркестане, возможно, является самым неотложным гуманитарным кризисом нашего времени. Оглушительное молчание и бездействие международного сообщества предает не только уйгуров, но и нашу общую человеческую совесть. Несмотря на возражения и противодействие многих правозащитных групп, Китай, совершивший геноцид против уйгуров в оккупированном Восточном Туркестане, был избран Совету ООН по правам человека. Во вторник утром Китай стал одним из 15 членов, избранных в Совет ООН по правам человека тайным голосованием, несмотря на глубокую и хорошо задокументированную обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в стране. При этом Россия не набрала достаточного количества голосов для возвращения в Совет. Береговая охрана Китая заявила, что вывела военный корабль ВМС Филиппин в Южно-Китайском море из вод вокруг Скарборо-Шо, где идет спор о суверенитете между двумя странами. Представитель командования береговой охраны Гань Юй заявил, что китайцы перехватили филиппинский военный корабль, плывущий недалеко от так называемого острова Хуаньян. Объединенный комитет начальников штабов Филиппин заявил, что власти расследуют предполагаемый инцидент, но считают, что это была китайская пропаганда, а не реальная встреча. Китайское правительство распорядилось арестовать Ду Цао Цая, который является заместителем министра Главного государственного управления спорта Китая, бывшим директором Китайской футбольной ассоциации и членом Совета ФИФА, а также менеджером во многих областях. 10 октября 2023 года Генеральная прокуратура Китая объявила, что Цао Кай будет арестован и казнен за получение взяток. В сентябре прошлого года бывший министр юстиции Китая Фу Чэнхуа был приговорен к смертной казни за взяточничество. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что 150 тысяч человек были перемещены в Газе в результате израильских бомбардировок и что тяжелая гуманитарная ситуация требует дополнительной помощи палестинскому народу. Жозеп Боррель сделал это заявление для прессы после неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС по палестинско-израильскому конфликту в режиме видеоконференции. Турция и Италия совместно проведут чемпионат Европы по футболу 2032 года Евро-2032. Евро-2028 пройдет в Великобритании и Республике Ирландия. Отмечалось, что к октябрю 2026 года будут определены 10 стадионов, на которых пройдут матчи по 5 от каждой страны.